В июне израильский идиш-кайт-проект Gefilte Drive отмечает свое десятилетие. Юбилей — это всегда важно и приятно, а тем более для коллектива, который поддерживает традиции идишской культуры, музыки клейзмер и просто помогает улыбнуться израильтянам и не только на фоне тяжелого происходящего вокруг. Гости нашей студии — лидер Gefilte Drive Александр Котлер и солистка группы Елизавета Хургина. Лиза, Саша, привет, спасибо, что приехали. Привет, добрый вечер. Я смотрю, вы приехали в полной боевой готовности, у вас есть гитара. Мы тогда же по улице ходим. Гитара и... Эта штука называется казу, тоже цвет платья. Девочки всегда так делают, я согласна. Все правильно, да. Только тут еще и гитарист цвет платья, вообще удобно получилось. Мы долго готовились, гитара желтая, все было выщипано. Покрасить не успели. Красиво, красиво, стильно. Так, может, сразу с музыки и начнем? Да, единственное, можно я сделаю маленькую ремарку? Мы действительно рады, что сегодня 1 июня, все прекрасно, но десятилетие у нас в октябре. Вот, и так что, видимо... Давайте будем отмечать. Это прекрасно. Мы в июне, в июле, конечно. В августе, в сентябре. Мы Боже мой, его нет раз повода. в месяц. Да. Поэтому, как говорится, следите за рекламой, мы отмечаем десятилетие. Вот. Сразу песню спеть? Да. Да. Ну, мы просто думали, что такое не очень праздничное, но... Ну, давай попробуем. Wo ist das Gessele, wo ist die Stieg? Wo ist das Mädele, wer mit Chobli? Ot ist das Gessele, ot ist die Stieg. Ot ist das Mädele, wer mit Chobli? Ot ist das Gessele, ot ist die Stieg. Ot ist das Mädele, wer mit Chobli? נע מעליי הכדור הכחול, נע מעליי ועוד רגע ייפול, מעל ראשי הכדור סוף נסוף, את הילדון את הנער יגנוב, מעל ראשי הכדור סוף נסוף, את הילדון את הנער יגנוב, איפה השביל והיכן הוא ביתי, והילדון את אשר בליבי, הנה השביל והנה הוא ביתי, והילדון את אשר בליבי, הנה השביל והנה הוא ביתי, והילדון את אשר בליבי. הכדור סוף נסוף, את הילדון את הנער יגנוב, מעל ראשי הכדור סוף נסוף, את הילדון את הנער יגנוב. Всем знакомая мелодия в переводе на идиш и иврит. Как оригинально, друзья. На самом деле эта песня была в оригинале, это первая. Вот она, это, как называется, оригинал. Да, потом уже первоисточник. Первоисточник, совершенно верно. Это первоисточник, это вот песня, которая была написана на идиш, и потом уже появились варианты на русском языке. А мы уже вот исполняем песню на иврите. Это перевод нашего друга, который вот специально для нас перевел песню. Расскажите, почему именно песня на идише? Давайте познакомим наших зрителей, которые, возможно, за 10 лет о вас еще не знали. Случайно не узнали Ну, а ничего вдруг? про Случайно не Gefilte Drive. услышали. Ну, а вдруг? Ну, мы не скрываемся, поэтому о нас можно узнать везде, в интернете, во всех соцсетях. Почему идиш? Потому что так получилось, что на каком-то этапе появилась идея проекта, в котором как бы так вот спеть веселую музыку, вернее, спеть веселые песни на языке идиш, на языке, который мы еще тогда только слышали от наших бабушек и дедушек, но сами еще тогда не разговаривали, не понимали и вообще не могли себе даже представить, что это станет проект долгоиграющий. Да? А сейчас вы не только поете на идише, но говорите и понимаете. Понимаем. Мы, в общем-то, все в процессе изучения языка. То есть остановку в Мэше Арим найти сможете?
Да. Я боюсь, что мне в Меа-Шаарим ходить не стоит. Там, конечно, интересно, но я как-нибудь обойду. А для практики идиша? Не, ну, идиш можно практиковать где угодно. На и- самом деле, извините, я перебью, это вот я с семьей на Новый год улетала в Лондон, и вот когда мы зашли в самолет, я себя почувствовала в штетле, потому что я понимаю, что я слышу идиш, и, черт возьми, понимаю, что они говорят. Так клево было. Но ради этого же все и затевалось, нет? Да. Ренессанс идишской культуры в последнее время, любовь к идишским песням. Мы не первый раз, честно признаюсь, в этой студии говорим о том, чтобы исполнять что-то, что было хорошо забытым или что было близким только нашим бабушкам и дедушкам. Как выясняется, это близко не только нашим бабушкам и дедушкам, это близко и нам, и нашему поколению. И я надеюсь, что это будет близко и поколению, которое придет после нас. По Как-то, какой причине? Как вы для себя это объясняете, этот ренессанс? желание прикоснуться к корням. Наверное, это первое. Во-вторых, как-то, когда ты занимаешься идиш, ты понимаешь, что есть как бы целый пласт культуры, который довольно интересный, довольно самобытный, ни на что не похожий. И просто даже заниматься, вот когда мы ищем песни, мы ищем какой-то материал, это дико интересно. То есть просто сидеть, разбирать какие-то... У нас была очень смешная история, когда я нашел какие-то ноты, это вот написано «Нигун», там, 15-16 век, и я что-то смотрю, ну, вроде бы с нотами понятно, а текст на, вот как бы на идыше непонятен, вот читаю, не могу понять, что ж там написано. И когда я потом обратился за помощью, мне сказали, ну, блин, это ж не журитесь хлопцы. Вот, представь себе, не журитесь хлопцы было написано на идиш. То есть вам нравится и процесс исследования, Безусловно. помимо того, что вы прикасаетесь к чему-то, что было близко всем ашкеназским евреям? Да. То есть иногда для одной и той же песни находятся абсолютно разные тексты. Бывают тексты хулиганские, бывают тексты романтические. Это все про одну и ту же песню. Да. И как вы выбираете между этим разнообразием? Лиза? У нас очень по-разному. Ну вот, допустим, я Поэтому могу... вы поете на двух разных языках, потому что не пришли к консенсусу. Нет, на самом деле, конкретно в «Вуиздас Гесселе» в конце мы поем на 3 На 3 языках. языках. Вау. Мы очень бы хотели, чтобы ты нам помогла, но ты отказалась. Да. А обычно это последние эти строчки мы поем на идиш, на иврите и на русском. как все И знают. говорим обычно в залу, чтобы подпевали на том языке, на Да, котором это ему намного удобнее. И обычно, да, человек интуитивно выбирает тот язык, на котором ему комфортнее. Это очень здорово, на самом деле, очень греет, когда видишь, что весь зал, да, каждый на каком-то своем языке подпевает или просто на ля-ля-ля. Там не все же хотят в голос петь, мы же немножко еще стесняемся, мы вышли из культуры, где мы немножко так Вообще просто зажаты. не все умеют петь, скажу по секрету. Ой, это на самом деле, это не Это так не важно. приговор? Это не так важно. Во-первых, это не приговор, Да. и во-вторых, это не важно. Если люди получают удовольствие, если им хочется петь, это петь не умею, но люблю, да на О, да. здоровье. О, да. Да на здоровье. Для того же и собрались, чтобы получать удовольствие. У нас был такой смешной момент, когда был концерт в Таллине, и, значит, мы отыграли концерт. Когда пришли к этой песне, я, значит, говорю, давайте пойте с нами. И такая, такая тишина. Ну, поют, видно, что губы открываются, но звука нет. И вот, значит, ну ладно, спели песенку. Через день, по-моему, был концерт в Нарве. И мы, значит, приехали в Нарву. И я уже, зная о том, что вот такая вот ситуация была, говорю, так, мы недавно пели эту песню в Таллине. Там поют громко. Давайте петь громко, как израильтяне. И, честно, люди подхватили и спели очень громко. И, наконец-то, вот эта песня зазвучала так, как она должна звучать. Ловкость Потому что, рук и никакого мошенничества. Никакого мошенничества. Без участия публики некоторые песни не звучат так или иначе, потому что они были придуманы нами, вот всей группой Gefilte Drive, как что-то, что объединяет нас и людей, которые слушают нас. А каково отношение сейчас аудитории к идишской культуре? Меняется ли оно за те 10 лет, что вы исполняете песни на этом древнем языке? Мы Мы же занимаемся тут исследованием. Давайте мне кажется, оценим что- ваши 10 Мне лет. кажется, что отношение стало более, даже немножко более придирчивым. Да? То есть те люди, которые знают идиш лучше нас уже всегда пытаются исправить. И, с одной стороны, вначале это немножко, конечно, бесило, потому что, ну, понятно, да, мы не говорим на идише от рождения, поэтому, да, для нас это язык новый, и, соответственно, как и все любые изучающие новый язык, мы ошибаемся. И с этим ничего не поделаешь, и это, как бы, это вот наше... Знаете, что на это скажет хороший психотерапевт? Человеку можно делать замечание только в том случае, если он может это исправить в течение 30 секунд.
Можно поправить волосы, можно вытереть помаду, можно застегнуть расстегнутую пуговицу или ширинку. Но если нужно исправить грассированную рейш, наверное, не стоит делать такое замечание. Понимаешь, не все наши собеседники дипломированные психологи. Да, кто бы мог подумать, что именно с этим мы Невероятно, но столкнемся, факт. да. И даже эта критика, это здорово. Это значит, что процесс живой, процесс цепляет. Если бы нас никто не исправлял, никому бы не было интересно, что мы там поем, но это немножко было бы тогда странно. Ради чего мы этим нас никто не занимаемся? слушает. Если никто не слушает и не вникает в то, что мы поем, так можно, в принципе, не вникать в что действительно. Там, условно, на джибриш спеть, и вроде как всем тоже пойдет. Но нет, это и нам интересно, и публике интересно. Когда есть этот диалог, мы принимаем во внимание все эти комментарии, мы работаем. В споре рождается истина. Ребят, а вы пишете новые песни или вы поете только те, которые находите с 15-16 века? Мы иногда пишем, иногда... Но у нас получается так, вот один из таких вот интересных примеров. После фестиваля во Львове, там был большой фестиваль еврейской музыки, который мы очень любим, это один из наших любимых фестивалей, вернулись наполненные вот этими идеями, всем, что Вайбом. было там. Да, вайбом, это очень правильное слово, очень такое идышевское. Вот, и написалась песня о том, что вот о мелодии, которая звучит и которая связывает поколения, да, то есть как бы мелодия, которая проходит сквозь нас, и она как бы связывает нас, объединяет с теми, кто уже не с нами, или с теми, кто уже много веков был до нас, да? И я написал текст на русском языке, затем мы перевели его на идыш и перевели его на иврит. И вот мы пробовали петь на 3 языках, и единственный язык, к которому это прижилось к ивриту. То есть на иврите эта песня зазвучала, и она действительно... Иногда ты... Когда слова с музыкой сыгрались. Да, когда ты... как выбираешь имя ребенку, да? То есть ты, когда у тебя вот в процессе беременности, да, ты думаешь, вот это будет вот Настя, Вася, там, я не знаю, еще какие-то имена, а потом, когда рождается ребенок... Да, ты, когда видишь ребенка, ты уже точно знаешь, какое имя не подходит, скажем так, да? Так и с песней. Наверное, потому что Вася родилась девочкой. Да, Вася родилась Маша, да. Вот, и... Соответственно, и тогда ты уже вот четко текст попадает в музыку, и получается песня. А вот давайте, чтобы текст попал в музыку. Мы Еще на самом минута. деле мы что-то хотели еще спеть, да? И мы ничего не готовили больше. Ну, вы наверняка за 10 лет сыграли больше, чем крутится-вертится шар голубой. Не расстраивайте меня. Да, но дело в том, что так как мы играем с группой, то это все как бы довольно большой риск. Почему же акустика? Ага. Давай. Нет, давай этот самый мизинки. Мы пошли по Да, мы пошли. танцевальным хитам. Готово. Kinder ganze Nacht, dem sind euch gegeben, dem sind euch gegeben. Starker Friede, du die mag ich der Melech. Ai, 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 ich alle hopp mit meine Angefälle, wie Gott es mir was leer gewinnt. Dem sind euch gegeben, dem sind euch gegeben. Какой прекрасный завершающий аккорд. Друзья мои, Минорный. спасибо вам большое и поздравляю вас с десятилетием. Растите, развивайтесь и двигайтесь Спасибо вперед. Лиза, Саша и чудесная группа, которая исполняет песни на идише. Идишкайт Гефильте Драйв.